Сёлип как доктор деревню спас. Так называется последний выпуск проекта «Неизвестная Россия». Наши коллеги с телеканала «Настоящее время» сняли получасовой фильм о далекой деревне Удорского района. Телерассказ получился колоритным, с грустинкой, но не обошлось и без юмора автора. Анастасия Тюрнина насладилась просмотром и готова поделиться впечатлениями. Первые кадры с квадрокоптера уже завораживают. Далекая коми-деревушка в снегу и бесконечная тайга. Все величественно, но начало фильма о грустном. Удорский район считается одним из самых труднодоступных в республике Коми, 95% которой покрыты лесами. А преодолеть 300 километров из республиканской столицы Сыктывкара до Сёлиба кажется едва ли не сложнее, чем долететь до Луны. Об истории села рассказывают сами жители. С трепетом вспоминают прошлое, мало говорят о настоящем. Здесь выращивали все. И турнепсы, свекла, и капуста, и картофель. Все было. Вот. Коров держали, фермы были. Маслозавод здесь. Леспромхоз, кстати, строил. Маслозавод. Масло отправляли. Где только, куда не отправляли. Очень хорошо все развито, видите, было и сельское хозяйство, и плюс лесозаготовки были. Вот Римма, настоящий сёльбский абориген, прожила здесь всю жизнь, в этой деревне. А вот местный волонтер по доброте душевной чистит дороги то до местного клуба, то до церкви. А еще и дает совет автору фильма, как не замерзнуть в лютый мороз. Язык коми словно скороговорка, будто местные жители опасаются, что из-за сильных морозов слова примерзнут к языку и не успеют долететь до собеседника. Одеваемся, валенки, две носки, две штаны, для кого ты бегаешь, а не замерзнешь. Ага. А это главный герой передачи Анатолий Бушенев. Вот из-за него-то в далеком Сёлибе что-то пошло не так. Вернее, очень даже так. Местный фельдшер 40 лет спасал жителей всей округи. Потом с супругой нашел способ, как вернуть жизнь и всей деревне. Чемоданчиком хожу больным на дом, по домам. Есть вызов, когда вызов, когда что. Ну, попросят прийти. Вот это чемоданчик. Тут что есть? Шовный материал, препараты все, капельницы. Дядя Толя знает все болячки и недуги местных жителей. Они-то и не отпускают фельдшера на пенсию. Здравствуйте. Здравствуйте. И насчет давления, Анатолий, я 3 дня выпила, мне лучше стало. Ну, вот же ютуб, да, вот же. Хорошо, а если Через день вот же. А жила деревня благодаря грантам, рассказывает журналист. Семья Бушеневых взяла на себя дополнительную нагрузку и организовала ТОС. Мы юрлицо. Мы можем на любую сумму написать проект. Если он проходит на реализацию этого проекта, мы получаем финансы. Но, конечно, это очень заботно и писать, и отчитываться. А без этого никак. Съемочная группа федерального телеканала посещает отреставрированный на гранты местный музей и библиотеку. Слушает записанные на диск песни, понимает – деревня живет. мы через компьютер колонки включаем. Сейчас из-за мороза то срабатывает, обратно. А главная мечта сёлибцев – дорога, чтобы каждый желающий смог попасть к ним в гости и увидеть, какую красоту они создали в далекой коми-деревне. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.